Здравствуйте, уважаемые коллеги! Я Субтильная Ольга Валерьевна, музыкальный руководитель детского сада номер 18 города Ухты. Сегодня я хочу поделиться с вами своими наработками по теме «Игровой массаж для старшего дошкольного возраста». Здоровье детей – здоровье нации. Этот лозунг нашел свое отражение во многих образовательных документах, в том числе и в федерально-государственных образовательных стандартах дошкольного образования. В настоящее время появляется все больше детей с нарушениями речи, а также с физическими и умственными отклонениями. Перед педагогами стоит задача сохранения и укрепления здоровья детей. Одним из способов здоровьесбережения является игровой массаж. Игровой массаж представляет собой самомассаж лица и тела или массаж спины одного ребенка другому. Выполняется вместе с речевым сопровождением в стихотворной форме. Направлен на укрепление мелкой и крупной моторики рук, а также на развитие речи, интонацию голоса, звуковысотность, дикцию и чувство ритма. Целью игрового массажа является преодоление речевых нарушений путем развития и коррекции двигательной сферы в сочетании со словом и музыкой, а также формирование сознательного укрепления здоровья ребенка за счет активизации биологически активных точек организма. Игровой массаж – это уникальная тактильная гимнастика, благодаря которой в мозг поступает мощный поток импульсов от рецепторов, расположенных в коже. Одновременно с этим в кору головного мозга, в речеслуховые, зрительные, эмоциональные и творческие зоны поступает информация, которая не только оказывает тонизирующее воздействие на центральную нервную систему, но и способствует увеличению резервных возможностей функционирования головного мозга. Игровой массаж является эффективным средством совершенствования и таких психических функций, как внимание, память, зрительно-моторная координация, а также развитие речевой и творческой сфер. Игровой массаж не является лечебным, поэтому не требует специальной подготовки и может применяться в работе воспитателями, музыкальными руководителями, логопедами, инструкторами по физической культуре, педагогами дополнительного образования, а также родителями, заинтересованными в развитии и оздоровлении детей. Так, например, во время карантина я записала несколько видеороликов для родителей, которые получили возможность заниматься с ребенком дома самомассажем. Сегодня я познакомлю вас с массажем лица «Транспорт». Приготовьте ваши ручки. Самолет высоко, а корабль глубоко. Машины едут по земле. Разный транспорт есть везде. Повторяйте это со своими детьми. Игровой массаж может использоваться в образовательной деятельности с детьми, как физкульт-минутки, а также в режимных моментах. Для более эффективного результата я использую игровой массаж в дополнительном образовании детей по программе «Радуга здоровья», в которой он является одним из 7 разделов. На видео представлен игровой массаж, выполненный детьми старшей логопедической группы, с которыми мы занимаемся всего 3 месяца. Обратите внимание, самомассаж «Еж и грибы» дети выполняют впервые. Маленький ежик в норке живет, говорим. Маленький ежик в норке живет. Иголки чистит и песни поет, говорим. Иголки чистит и песни поет. Однажды пошел за грибами в лесок, говорим. Однажды Пошел за грибами в лесок. Устал и присел отдохнуть под кустом, говорим. Устал и присел отдохнуть под кустом. А под кустом мухоморчик стоял, говорим. Под кустом мухоморчик стоял. И остальные грибы охранял. И остальные грибы охранял.
пеньке опята, славные ребята. На пеньке опята, славные ребята. Красноголовиков семья. Говорим, красноголовиков Семья. мама, папа, сыновья. Говорим, мама, папа, сыновья. Волнушки, хохотушки, говорим, волнушки, хохотушки, расплясались на опушке, говорим, расплясались на опушке. Ну, а старый боровик, говорим, ну, а Старый боровик листом осиновым прикрыт, листом листом осиновым прикрыт. Ёж грибочки увидал, говорим, ёж грибочки увидал и в корзиночку собрал. и в корзиночку собрал. Молодцы! Мною разработан игровой массаж по темам, соответствующим календарно-тематическому планированию. Текст с детьми предварительно не заучивается, а проговаривается методом эхо. Взрослый предлагает детям поиграть и превратиться всем в эхо, которое точно повторяет все за педагогом: и темп, и ритм, и динамику, и звуковысотность. Чем точнее будет ребенок, тем лучше он сыграет роль эха. Благодаря этому методу у ребенка развивается слух, внимание, речь и память. Коза-дереза в огород наш забрела. Говорим, коза-дереза в огород наш забрела. Увидала кочаны. Говорим, увидала кочаны. Вот такой величины. Говорим, вот такой величины. Ой, капуста уродилась. Говорим, Ой, капуста уродилась, ей такая и не снилась. Такая и не снилась. Ушки трёх, посмотрите. Морковка тоже подросла вниз. Морковка тоже подросла. А теперь вверх. К небу тянется она. Говорим, к небу тянется она. Пальчики взяли. И горох уже поспел. Говорим, и горох уже поспел. В стручках сидеть не захотел. Говорим, в стручках сидеть не захотел. По дорожке побежал. Говорим, по дорожке побежал, теперь вот тут точечку нашли. Прямо в ямку он упал. Говорим, прямо в ямку он упал. коза по грядкам побежала. Говорим, коза по грядкам побежала. Зелень нашу затоптала. Говорим, Зелень нашу затоптала. картошку всю рогами. Говорим, картошку всю рогами. Пропахала, как граблями. Пропахала, как граблями. На пальчики на висок поставили. Стали думать и гадать. Говорим, стали думать и гадать. Как же нам козу прогнать? Как же нам козу прогнать? Кыш, сказали, уходи. Кыш, сказали, уходи. Больше к нам не приходи. Говорим, больше к нам не приходи. Молодцы. Игровой массаж спины можно условно разделить на 4 части. Первая часть, вводная, направлена на разогрев тела. В этой части выполняются плавные движения сверху вниз, 2 руками одновременно или попеременно. Вторая часть, основная, представляет собой выполнение определенных движений. В них входят круговые движения, щипки, постукивания, горизонтальные движения ребром ладони, вертикальные движения ладонями. Третья часть, заключительная, включает в себя успокаивающие движения ладонями сверху вниз, поглаживание. Четвертая часть, загадка,
дети показывают на спине впереди стоящего определенное движение, а ребенок, на спине которого показывают, должен отгадать, что или кого загадал товарищ. Например, в массаже «Дикие животные» это движение означает «зайчик», а в массаже «Обувь» это же движение будет означать «туфельки». Игровой массаж спины выполняется в колонне. При этом взрослый должен проследить, чтобы руки детей были согнуты в локтях и расстояние между детьми было удобным для выполнения массажа. Перед массажем взрослый объясняет детям, что движения на спине нужно выполнять не слабыми, а крепкими руками, но в то же время следить, чтобы эти движения не вызывали неприятных ощущений на спине ребенка. Во время знакомства с массажем взрослому рекомендуется стоять или сидеть рядом с колонной и показывать все движения на одном из детей, который в свою очередь выполняет массаж на воображаемом ребенке или держит карточку со словами массажа, помогая взрослому не сбиться с ритма. В садике цветы растут, говорим. В садике цветы растут. Птички весело поют, говорим. Птички весело поют. Чик-чирик да фью-фью-фью, говорим. Чичирик, фью-фью-фью. Очень сад я свой люблю. Очень сад я свой люблю. Теперь вот так ручки сделали. Граблями землю разрыхлю, говорим. Граблями землю разрыхлю. Бороздки все водой полью, говорим. Дорожки все водой полью. Семена я посажу, говорим. Семена я посажу. Их землей припорошу. И землей припорошу. Теперь смотрите, вот росточек появился, снизу вверх, давайте. Вот росточек появился, и в цветочек превратился. И в цветочек превратился. А теперь запоминайте, какие у нас будут цветы. Сделали кулачки. Золотые есть шары, говорим. Золотые есть шары. Небывалой красоты, говорим. Не бывало красоты. Теперь вот так ладошки сделали. Маки распускаются ладошками. Маки распускаются. На ветру качаются. На ветру качаются. Сделали остренькие. Розы дивные цветы, говорим. Розы дивные цветы. Хоть имеют и шипы. Хоть имеют и шипы. А теперь вот так. Бархатцы и ноготки. Бархатцы и ноготки. Что сорвешь сегодня ты, говорим. Что сорвешь сегодня ты? А теперь давайте проверим, что же вы запомнили. Насте я загадаю. Настя, как думаешь, что это за цветок? Какой, знаете? Нет. Бархатцы и ноготки. Давайте покажем. Бархатцы и ноготки. А это что за цветок? Розы. Давайте покажем. Розы, да. А это? Это мак. Это маки. Покажите маки. Это Золотые. шары. Золотые шары. Молодцы. В дальнейшем педагог может стоять перед колонной. Обратите внимание, что дети стоят в колонне, а не в кругу, так как, стоя в кругу, спина ребенка искривлена, и руки выполняющего массаж ребенка находятся на разном расстоянии от спины, что ухудшает качество массажа. Ребенку, который стоит последним в колонне, массаж может выполнять педагог. Игровой массаж спины выполняется 2 раза, сначала в одну, а затем в другую сторону. Непременным условием является постоянное наблюдение за самочувствием и индивидуальной реакцией детей. Все упражнения должны выполняться на фоне позитивных ответных реакций ребенка.
Одной из моих педагогических находок является прием, который я использую для закрепления знаний детей. Это загадка. Каждый массаж является тематическим и направлен на обобщение знаний детей по определенной теме. За каждым значением закреплено движение, которое ребенок показывает на своем лице или теле, или на спине друга. После массажа лица или рук взрослый загадывает значение, а ребенок должен показать его на своем лице. Например, взрослый говорит «морковка», ребенок трет уши вниз и вверх. Также воспитанник может показать движение на своем лице или руках, а дети отгадывают, что он загадал. После массажа каждый из играющих по желанию показывает на спине товарища одно из движений, используемых в массаже, а тот, на ком показывают, должен отгадать загадку. Например, ребенок показывает круговые движения на спине впереди стоящего, который, в свою очередь, отгадывает, кто это. В массаже спины «Дикие животные» это движение соответствует медведю. Благодаря использованию загадок дети развивают тактильные ощущения и память, а также учатся концентрировать внимание. Чтоб в оркестре поиграть, музыкантам надо стать. На фортепиано, чтоб сыграть, пальцы нужно развивать. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Скрипку в руки ты возьми, смычком по струнам проведи. Ти-ли-ли, 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 ти-ли-ли. По барабану громко бей, палочкой стучи смелей. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Бум-бум-бум, бум-бум-бум. Пальцы словно клюв гуся щиплют арфу не спеша. Ля-ля-ля, 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 ля-ля-ля. Труба. Чтобы на трубе сыграть, нужно воздух в грудь набрать. Ту-ту-ту, 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 ту-ту-ту. На чем играю, отгадай, инструмент нам называй. И теперь мальчики загадывают сначала девочкам инструменты, и Алена тоже загадывайте по очереди. Так, отгадывай, Лера. Фортепиано. Так, загадывай ей. Барабан. Так, барабан. Труба. Труба, правильно. Теперь девочки загадывают мальчикам, а мальчики отгадывают. Полина, загадывай. Фортепиано. Так, фортепиано. Отгадывай. Труба. Ну, посильнее, посильнее чуть-чуть. Вот, молодцы, все отгадали. Загадывай. Все трубу загадали. Молодцы, хорошо. Также массаж спины можно выполнять в парах. После того, как дети в игровой форме хорошо запомнят слова, педагог может проговаривать текст одновременно с детьми, а затем воспитанники самостоятельно смогут использовать массаж не только на занятиях, но и в самостоятельной деятельности. Массаж обувь. По дорожке мы пойдем, обувь быстро назовем. Мама в туфельках идет, удивляется народ. Цок, 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 цок. А в ботинках мой отец, вот какой он молодец. Топ, 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 топ. Я сандали натяну, быстро-быстро побегу. Шлеп, 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 шлеп. Отгадай скорее ты, обувь быстро назови. И теперь первые отгадывают, а вторые загадывают обувь. Туфельки, шлепаем сандали или папины ботинки. Загадывайте. Так, что такое? Отгадывайте. Так, Арина отгадала? Все.
теперь повернулись и друг к другу повернулись, и теперь вторым делаем массаж. Я перейду. Приготовились. По дорожке мы пойдем, Обувь дружно назовем. Мама в туфельках идет, удивляется народ. Сок, 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 сок. А в ботинках мой отец, вот какой он молодец. Топ, 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 топ. Я сандалии натяну, быстро-быстро побегу. Шлеп, 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 шлеп. Отгадай скорее ты, обувь дружно назови. Так, первые отгадывают, вторые показывают. Показываем. Отгадывай. Это туфли? Да. Все правильно отгадали? Да. Молодцы. В качестве усложнения, когда массаж будет хорошо разучен, можно применить музыкальное сопровождение. Задача педагога с детьми заключается в выполнении массажа в соответствии с темпом музыкального произведения. Сочетание музыки, речи и движения благотворно влияет на умственные, психические и физические процессы всего организма. Музыкальные произведения могут быть любые, от классики до современных детских мелодий. Начинать лучше с более спокойных, медленных пьес с четким ритмом, в дальнейшем переходя на энергичный и быстрый темп. Важно учитывать возрастные и индивидуальные возможности детей, чтобы при быстром темпе не пострадали речевая и двигательная активность. На лыжах пешел, говори. На лыжах пешел, Следы зверей нашел. следы зверей нашел. Какие здесь следы, говори. Какие здесь следы? Отгадаешь ты. Отгадаешь ты. Зайка по лесу бежал Зайка по лесу бежал, и кору с деревьев драл, и кору деревья драл, а за ним лисичка шла. а за ним лисичка шла. Хвост у лисоньки краса. Вот у лисички краса. Мишка по лесу ходил, говори, Мишка по лесу ходил, громко песни выводил, громко песни выводил, волк по лесу пробегал, волк по лесу пробегал, своим воем всех пугал, своим воем всех пугал. дятел на суку сидит Дятел на суху сидит, и стучит, стучит, стучит. и стучит, стучит, стучит. Отгадай скорей, народ, Отгадай скорей, народ, кто в парне живет. кто в парне живет. А теперь я вам загадываю, а вы показываете. Зайка. Покажите зайчика. Правильно, все правильно отгадали. А теперь дятел. Так, Мишка. Мишку хорошо делают, молодцы. Лисичка. Так, волк. Так, а сейчас загадаю вам загадку. Вера-богатырь. Ага, правильно. На чем ходит Вера-богатырь? На лыжах, на лыжах. Молодцы, всех отгадали. Предлагаю вашему вниманию алгоритм, по которому я сочиняю игровой массаж. Для начала выберите тему массажа, например, «Зимние забавы». Затем нужно выбрать ключевые слова по теме, не больше 5-6, например, санки, коньки, лыжи, ватрушка, игра в снежки. Далее определите тип массажа для спины, лица, тела или пальцев. Самая сложная, но в то же время самая интересная часть – это сочинение стихотворения по выбранной теме с использованием ключевых слов. Объем стихотворения может составлять от 4 до 12 строк. Во время или после сочинения стихотворения
подберите движение к значению ключевых слов массажа. Например, коньки можно изобразить как горизонтальные движения ребром ладоней по спине. В заключении выберите музыкальное сопровождение, подходящее по характеру и темпу для вашего массажа. Уважаемые коллеги, если вас заинтересовал мой игровой массаж и у вас возникли вопросы или предложения, а также я бы очень хотела видеть ваши варианты игрового массажа, сделанные по моему алгоритму, то вы можете связаться со мной по почте subtolga@yandex.ru. А также вы можете подписаться на мой канал YouTube или на блог До Мажорик, где вы можете познакомиться с моим творчеством и авторскими наработками. Большое спасибо за внимание!